Общество деморализовано. Деморализация – это состояние человека, организации или общества в целом, характеризующееся как упадок нравственных ценностей, распад духа, нравов, отход от морали. Основная задача господствующего класса в нашей стране, пришедшего к власти в России в результате контрреволюционного переворота в СССР в 1991 году, это удержание населения в пассивном состоянии, даже несмотря на открытый социальный и национальный геноцид. До сих пор ему удается добиваться этого главным образом с помощью методов информационной войны через средства массовой информации. Как же так получилось, уважаемые соратники, уважаемые граждане Советского Союза? Нас опустили, великую державу, самый умный народ, самый считающий народ, которые первым полетели в космос, можно сказать, об нас обтерли ноги. Как же им удалось это сделать, нашим врагам? Какие инструменты они использовали для этого? Давайте разберем вместе. Перед вами таблица. В левой части таблицы моральный кодекс строителя коммунизма, куда мы шли, если бы СССР не разваливался, мы бы уже давно жили в коммунизме. Вот желтым закрашено это моральный кодекс строителя коммунизма, чего мы потеряли в 90-х. Другим цветом в правом столбике написано заповеди строителя капитализма, чего мы получили. Буду засчитывать желтый текст, потом вот этот закрашенный салатовый цвет. Это капиталистические заповеди, желтеньким это кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма. Итак, попунктно идем, сравниваем. Первое. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма. Преданность рыночной экономике, любовь к странам Запада, ориентация дальнейшего существования в западных странах. Второе. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Только лично выгодный труд с ориентацией беспредельного обогащения. Третье сравнение. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Забота о сохранении и умножении личного богатства. Четвертое сравнение. Высокое сознание общественного долга. Нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Отсутствие чувства долга перед обществом. Нетерпимость к нарушению личных интересов обществом. Пятое сравнение. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Индивидуализм и социальный дарвинизм. Каждый сам за себя. Шестое сравнение. Гуманное отношение и взаимное уважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат. Коммерческие отношения между людьми и уважение только их юридических прав, человек человеку конкурент. Честность и правдивость. Седьмое сравнение. Нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Честность и правдивость, когда это выгодно. Роскошь и статус в общественной жизни и нравственное лицемерие в личной жизни. Восьмое сравнение.
любовь и взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, как семейной и общественной жизни. Деловые отношения в семье, забота о воспитании наследника. 9 сравнение. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Нетерпимость к интернационализму, партнерство по этническому, социально-экономическому и религиозному признаку. 10 сравнение. Дружба и братство всех народов СССР. Терпимость к национальной и расовой неприязни. Нетерпимость к врагам рыночной экономики и либерализма. Солидарность со всеми антикоммунистическими силами по принципу против коммунизма, против социализма, как врага собственного обогащения. 11 сравнение. Нетерпимость к врагам коммунизма, дело мира и свободы народов. Только бизнес и ничего личного. Война, а почему бы нет, если это принесет прибыль. 12 сравнение. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. Солидарность только на выгодных условиях, хоть с чертом, если это выгодно. Вот, товарищи, мы докатились до чего. Вот теперь мы получили поколение, которое живет вот по этим принципам, салатным цветом закрашено. Мы потеряли вот эти ценности и качества. Вот желтым цветом закрашено. Вы можете на паузу ставить, еще раз читать, сравнивать, думать, осознавать. По этому пути мы придем в тупик. Вот по этому пути мы обретем свободу и будем процветать. Итак, что будем делать? Без идеи, без идеологии нам смерть. Завершаю видеозапись словами Иосифа Виссарионовича Сталина. Без теории, без идеи нам смерть. Поэтому, дорогие товарищи, спасение утопающих – дело самих утопающих. Будем идти путем восстановления идеологической работы, донести до каждого сердца, до каждой души. У нас другого пути нет. Наши враги знали, по какому месту бить. Они отобрали у нас идеологию. В своей конституции, написанной Америкой, статья 15, пункт 4, запретили идеологию. Они знали, чтобы оболванить общество, надо было отобрать у нас идеологию. Они это сделали. Им это удалось. Не все еще потеряно, дорогие друзья. Только вперед. Ни шагу назад. Мы победим.